Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 11 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем карты также и для отношений, для работы, для финансов. Так. И карта неожиданностей каких-то. Будем подсказывать из цыганской колоды. Замечательная карта дня на 11 июня выпадает, карта звезды. А это значит, исполняются ваши мечты, исполняются ваши желания. Происходит исцеление, если кто-то болел. Происходит улучшение настроения, такого общего состояния. Появляется надежда на будущее, появляется надежда на то, что исполнится какие-то большие ваши мечты, а может быть даже новые какие-то мечты появляются. Ну, по звездам у нас также, это же на день у нас прогноз, то есть по звездам это может быть какая-то очень интересная для вас важная информация из соцсетей. Может быть, кстати, вы как-то центром внимания станете в этот день. Может быть, вот те, кто занимается интернетом, блогерством, да, в интернете, это вот очень хороший день, когда ваши посты, там, ваши видео приносят очень как бы большой отклик. Кроме того, здесь хорошее время вообще для всех тех, кто занимается интернетом, кто работает с помощью интернета, сетей, у кого сетевой может быть бизнес, может быть у кого интернет-магазины, франшизы какие-то, или те, кто работает с другими странами, допустим, да, вот работа через интернет с людьми, которые по всему миру. Кроме того, может быть, вы с кем-то вместе работаете, да, вот у вас может быть общее дело, либо в коллективе вы вот очень как-то дружно сотрудничаете, да, вот хороший какой-то здесь день для того, чтобы успешно закончить проект, для того, чтобы решить какой-то важный вопрос. И вообще здесь может быть организация какая-то, какого-то большого праздника, большого торжества. Если, допустим, у вас в семье у кого-то круглая дата, либо просто вот какой-то важный для вас праздник, юбилей, да, вот, может быть, будете организовывать это. Что еще может быть? Может быть, от кого-то приходят деньги. Если, допустим, у вас свой бизнес, может быть, спонсорство, да. Если же у вас, ну, как бы семейные дела, может быть, от близких друзей, от родителей могут приходить деньги. Кроме того, причем это просто как подарки, то есть это то, что не нужно отдавать. Как благотворительность, да, может быть, сами вы будете заниматься благотворительностью. Это карта зарплаты, это карта какого-то результата, если у вас бизнес, значит от бизнеса результат, это карта новых планов каких-то. И вообще сегодня будет хотеться быть на виду, может быть, выглядеть как-то экстравагантно, может быть, своим поведением как-то привлекать к себе внимание, в общем, отличаться от других людей. Или, допустим, захочется изменить порядок своей жизни, да, допустим, освободиться от чего-то лишнего, больше быть собой, больше быть таким свободным, радостным. Может быть, кстати, что-то откроется в вас самих, то есть какая-то способность, талант. Ну, очень хороший день, просто замечательный. Причем тут может быть еще помощь высших сил в ваших делах, в разрешении ваших вопросов. А теперь то, что будет помогать. Колесница. То есть, если вы будете быстро принимать решения, быстро решаться на действия, на какие-то, да, для вас это только на благо. То есть, плохо только мечтать, плохо только встречать возможности, нужно сразу их реализовывать. Кроме того, что еще может быть здесь важно? Вот важно, кто ведет, кто у власти, за кем последнее слово. Вот это важно сегодня. Если это во взаимоотношениях, да, вот кто может лучше справиться с каким-то делом, тот, значит, и должен в данный момент брать на себя ответственность. Если, допустим, у вас будут возникать какие-то проблемы в отношениях, связанные с тем, кто важнее, кто главней, то лучше подумать о будущем, да. В
В общем, взгляд в будущее, он решит все ваши вопросы, да, то есть если вы хотите, допустим, быть вместе, вы найдете компромисс. Также карта выхода из любой сложной ситуации, причем быстрого выхода. Это удачная карта для различного рода поездок, переездов, вступления в должность, какого-то развития быстрого, да, особенно, смотрите, у нас тут рядом лежит карта звезды, да, то есть все, что касается развития вот каких-то наших идей, планов, все, что касается развития как бы нашего личностного, да, вот просто замечательный день. Что будет мешать? Здесь у нас 8 пентаклей. Карта говорит о том, что мешать будет излишнее стремление занять себя работой, делами, когда мы не даем себе возможности подумать о том, что нам действительно важно. То есть как бы уходим в работу, да, как трудоголики, и таким образом ищем себе оправдания, не решаем какие-то важные для нас вопросы. Вот это вредно. Кроме того, у нас 8 пентаклей, она всегда связана с понижением стоимости, да, плохо понижать стоимость. Если вы, допустим, что-то продаете или выбираете, наоборот, вещь, стараетесь подешевле купить, вот не нужно этого делать, потому что любое понижение стоимости сегодня вот оно вредно. Так, еще 8 пентаклей, она у нас связана с Солнцем в Козероге, да, то есть не нужно хвалиться своими какими-то достижениями, не нужно говорить о своих каких-то победах, выставлять это все на показ. То есть и сами люди вас заметят, и сами вас оценят, а вот излишнее, как бы, самолюбование, излишнее как бы разглагольствование, да, о каких-то своих достижениях, это только навредит вашим планам. Теперь отношения. 9 мечей у нас. Но карта говорит о том, что вы слишком много энергии и сил тратите на мысли, которые совершенно вас не, как сказать, не радуют, не укрепляют, не улучшают ваши отношения. И они вообще, по сути, к вам имеют, ну, к вашей паре вообще имеют очень малое отношение. То есть у вас слишком много тревог, слишком много мыслей, которые забирают вашу энергию. И вот посмотрите, все мечи, они в стороны направлены, и только один сверху вниз смотрит. То есть из 10, вернее, из 9 ваших, скажем так, проблем, только одна стоит вашего внимания, а вы тратите свои силы, свою энергию на то, чтобы думать о том, что вам совершенно не нужно, или от вас не зависит, да, или еще что-то в этом роде. То есть просто тратите свою энергию, свою жизнь. Не живете, скажем так, да, и, может быть, даже не даете и своему партнеру жить нормально, вот просто излишне беспокоясь. Так, теперь те, кто в поиске партнера. Здесь карта говорит о том, что будет возможность встречи. Причем это день, когда вы встречаетесь с несколькими партнерами, ну, с несколькими людьми, знакомитесь одновременно, да, и вам сложно выбрать. Сложно. Кстати, вот эта карта тоже может говорить о том, что вам из большого количества людей, знакомых, нужно выбрать только одного, который вам подходит, да, и вам это сложно сегодня сделать. Но все-таки карта говорит о том, что знакомиться нужно выходить там, на связь, выходить в люди, нужно показывать себя и вот искать, да, то есть это важно. А для тех, кто в паре, 9 трефовая, ну, для вас очень важно сегодня вопросы манипуляции, да. Вот опять я говорила про то, кто главнее, кто важнее. Вот, скорее всего, у вас будут такие ситуации. Каждый из партнеров, возможно, будет стараться манипулировать другим, чтобы быть важнее, быть главнее. Вот этого лучше избежать. Вообще карта говорит о том, что тут очень сильные энергии такой конкуренции внутри пары, поэтому лучше сегодня даже и не пытаться здесь решить что-то, а просто уходить в какую-то профессиональную деятельность, дела. Вот это самое лучшее, что можно сделать, потому что вы все равно не решите, кто из вас важнее, кто главнее, да. Вот если только, вот как карты советуют, обратитесь к будущему, да, или обратитесь к способностям друг друга, то есть кто в данный момент лучше решит проблему, тот, значит, сегодня и важный, главный, да. Но вот по 9 трефовой будет трудно отдать вот власть в чужие руки, да, и будет хотеться настаивать на своем. Лучше вот работой заняться, делами,
Для тех, кто в ссоре, семерка червовая говорит о том, что вы можете вполне помириться. Причем ваши отношения перейдут на какой-то новый уровень, и, знаете, вы начнете лучше понимать, и ваши отношения начнут развиваться лучше после этого примирения. Для работы выпадает рыцарь мечей. Карта говорит о том, что будет очень много информации, нужно успеть везде, нужно будет работать, скорее всего, с документами, с бумагами, может быть, поездки какие-то будут, или просто такое количество информации, что вы просто теряете свою главную цель. Вот здесь как бы рекомендация по этой карте обычно какая на работу? Нужно иметь план. Нужно вот знать точно, что для вас важно, а что может и подождать. И плюс еще, конечно, коммуникации. Нужно быть мягче, нужно быть как-то терпимее. И смотрите, могут быть ошибки. Из-за излишней какой-то импульсивности, да, из-за спешки могут быть ошибки в документах, ошибки в договорах. Вот насчет этого будьте осторожны. Теперь для тех, кто в поиске работы, найдете работу денежную с будущим развитием, скорее всего, в продажах. Кроме того, продажи, коммерция, может быть, кто-то даже решиться на свое дело, да, то есть искали работу, а решили все-таки свое дело какое-то начать продвигать, допустим, хобби свое превращать в денежки. Для тех, у кого работа, семерка, пиковая, как раз вот подтверждает вот эту карту, которая говорит о том, что будет очень много дел, писанины, звонков, бумаг каких-то, информации, и нужно будет все успевать. Кроме того, может быть, будут какие-то важные счета или заказы, или, может быть, нужно будет на почту что-то относить, отправлять, либо доверенности какие-то писать. Но вы знаете, вот эти карты вместе говорят о том, что вы вполне справитесь, и даже вас отметят. Знаете, возможно, вот этот день, который вы проведете успешно, он в будущем вашу репутацию сделает. Может быть, даже вот благодаря сегодняшнему дню как-то либо зарплата ваша повысится, либо, может быть, просто разовая какая-то будет выплата, как награда вот за ваш труд. Хорошая тут у вас возможность. Для тех, у кого свое дело. Но здесь... Опять же, все в коммуникации упирается, да, но только если, допустим, те, кто имеют просто работу, те, кто ходят каждый день на работу, на наемную, да, вот у вас здесь как-то все более поверхностно. А те, у кого свое дело, у вас будет, знаете, вот такое чувство долга, да, долго перед своей семьей, перед своим коллективом, перед своими клиентами. И вот вы будете действовать не из любви, да, не как-то вот легко, а вы будете действовать как раз из чувства долга. А это не всегда легко, это не всегда приятно. То есть, как бы немножко трудно здесь будет в этом плане, да. Но, может быть, просто вам нужно к этому легче начать относиться. Либо просто вы понимаете, что сейчас вот как бы вы вынуждены заниматься чем-то, рутиной какой-то, да, но когда вы закончите это, у вас будет зато там деньги, вы закончите проект какой-то важный, у вас будет репутация и так далее, и так далее. Может быть, сегодня, кстати, придется принимать какое-то решение важное, может быть, даже придется увольнять кого-то из сотрудников, потому что либо какое-то происшествие произойдет, либо он просто вас не воспринимает, да, как-то не слышит ваших просьб, да, и вот вам придется какие-то радикальные меры тут принимать. Может быть, даже не увольнение, может быть, допустим, лишение премии или еще какие-то такие вот могут быть действия, да. Так, теперь посмотрим денежки. Девятка чаш. Но девятка чаш обычно говорит об удовлетворении личных каких-то потребностей. Это, то есть от семьи вы здесь не получаете деньги. Это лично к вам могут приходить сегодня деньги, причем вы будете очень довольны. Вообще девятка чаш – это карта не просто получения денег, а когда у нас деньги есть на то, чтобы решить наши какие-то, как бы это сказать, чтобы мы получили удовольствие от этих денег, чтобы мы их потратили с удовольствием, да, чтобы мы
почувствовали себя комфортно благодаря этим деньгам. Те, кто работает, но здесь как бы, может быть, зарплата приходит, а те, у кого свое дело, здесь может быть от коммерции какие-то доходы, от каких-то сделок, может быть, да, может быть, сделки, кстати, либо с теми, кто далеко находится, да, либо, может быть, даже в другом государстве. Кстати, может быть, по этой карте у вас и новый источник дохода какой-то появляется. Может быть, кстати, вы будете искать как раз новые пути сбыта вашей продукции или вашей услуги. Так, теперь посмотрим, что будет неожиданного. Неожиданно у нас Паж мечей. Паж мечей – это карта довольно-таки неприятная. Знаете, это, скорее всего, люди, которые будут как бы либо завистники, либо люди, которые не совсем разбираются вот в том, чем занимаются, да, и от них много хлопот. То есть, знаете, вот постоянное будет какое-то такое вторжение, может быть, в вашу территорию, может быть, какие-то злые слова или, может быть, ошибки какие-то в документах, вот, которые по халатности допущены, да, вот. Но так как это Паж все-таки, да, силы нет особо у этого человека, у этих слов. Это все можно исправить. Просто имейте в виду, что такое может быть, и не реагируйте. Старайтесь. Вот здесь у нас же еще есть рыцарь мечей, да, вы можете как-то остро реагировать на это. А этого не стоит делать, не стоит тратить свою личную энергию на вот эти пустяки. Вот, настраивайтесь на будущее, на какие-то важные планы и цели. Вот, то есть отделяйте вот незначительное, да, от значимого, и тогда все будет хорошо. Чем закончится день? По итогу вы будете чувствовать себя очень стабильно, вы будете чувствовать себя в такой надежной ситуации. У вас действительно появятся какие-то дальние цели, которые будут вам помогать вот проживать правильно вот эти дни, этот день в данном случае, да. И, может быть, вы будете довольны тем, что вы проявили какую-то настойчивость где-то, может быть, даже какую-то решительность. Хорошего всем дня желаю, всего вам доброго, до новых встреч!